Уважаемые коллеги, я хотел бы сейчас более подробно сконцентрироваться на методологических моментах, которые рекомендуются для планирования развития климатического финансирования в Кыргызстане и начать с достаточно такого, важного, одновременно, может быть, больного аспекта зеленой таксономии. Наверное, вводная часть для тех, кто не знает. Климатическое финансирование, как любое другое новое дело, оно начинается с определенных азов, то есть с определенных базовых вещей. То есть для того, чтобы вам управлять бюджетом государства, вам нужен базовое правило, бюджетный кодекс. Для того, чтобы управлять, эффективно выстраивать налоговую систему в государстве, вам нужен налоговый кодекс. Так вот, зеленая таксономия – это, по сути, классификация зеленых видов экономической деятельности, и это точно такой же базовый документ, без которого эффективное функционирование инструментов климатического финансирования, зеленой экономики, к сожалению, чрезвычайно затруднено. То есть мы можем работать с зеленой экономикой, климатическими финансами в рамках инструментов грантов и даже займов, что, собственно, и происходит в Кыргызстане сейчас. Но мы не можем развивать рыночные инструменты климатического финансирования, не имея зеленой таксономии. Насколько мы знаем, драфт этого документа разрабатывается, он находится там на этапе обсуждения, разработки, корректировки. Но основные приоритетные области, которые, как мы представляем, положены в основу зеленой таксономии Кыргызстана, это возобновляемые источники энергии, различные направления повышения энергоэффективности, зеленые здания, предотвращение и контроль загрязнения, будь то воздуха, почвы, водных ресурсов, устойчивое использование воды и отходов, устойчивое сельское хозяйство, землепользование, лесное хозяйство, сохранение биоразнообразия, экологический туризм и чистый транспорт. То есть, исходя из предварительного дизайна зеленой таксономии, это достаточно хороший комплексный документ, который ориентируется на лучшие зарубежные практики Европейского Союза. В России, по-моему, кое-что коллеги посмотрели. Но так или иначе, зеленая таксономия, она должна быть таким краеугольным камнем, который позволит Кыргызстану в дальнейшем развивать свои инструменты именно коммерческого финансирования. Важным является вот что. Непосредственными участниками этой всей инфраструктуры вокруг зеленой таксономии являются, по сути, все экономические государственные агенты. Это и соответствующие органы государственного управления, это уполномоченное финансовое агентство, которое осуществляет и реализацию мониторинга финансовой поддержки. Это и весь спектр финансовых организаций, коммерческие банки, Банк развития. Это и непосредственно реальный сектор экономики, эмитенты зеленых, социальных, иных ESG-облигаций, субъекты предпринимательской деятельности, и это организации, которые занимаются разработкой стандартов. То есть зеленая таксономия, она задает рамочные вещи, фреймворки для работы по указанному направлению практически всей экономики. И это важно. То есть наша задача, крайне важная сейчас для органов госуправления, постараться это все сделать в 2024 году. Почему это важно? Потому что рассказываем опыт ближайших соседей. Вот Казахстан разработал свою таксономию. Тоже достаточно хороший документ. И на сегодняшний день, развивая инструменты климатического финансирования, например, определенные инструменты были реализованы по поддержке энергоэффективных проектов фондом ДАМУ с партнерскими банками. Так вот, для партнерских банков таксономия является четким индикатором, какое оборудование, какой проект относится к энергоэффективным или не относится. Мы смотрели правила финансирования этих проектов. Там идет четкая отсылка, что такой-то проект соответствует пункту 1.2.3 зеленой таксономии. И банки, принимая решение по софинансированию определенного проекта с господдержкой, они четко видят, что это все зеленая тематика. Точно так же водный сектор, тоже так же митигация, точно так же зеленый транспорт. Все это должно найти отражение в таксономии и задать финансовому сектору четкие ориентиры, по каким направлениям они могут развивать зеленые финансовые продукты, что востребовано и поддерживаемо государством, а что нет. Вот почему этим важно заниматься. Следующий вопрос, который целесообразно ответить. Это вообще, а есть ли зеленый рынок в Кыргызстане, либо его нет? Исходя из той типологии зеленых климатических рыночных ниш, которые есть, которые обозначены в таксономии, это, например,
возобновляемая энергетика, энергоэффективность, зеленое здание, предотвращение и контроль загрязнения воды, воздуха, почвы. Это сельское, лесное хозяйство, чистый транспорт. Мы в рамках нашего проекта попытались сделать одну задачу. Мы попытались оценить емкость зеленого рынка в Кыргызстане. Причем, мы не все смогли проанализировать, но мы проанализировали импортно-экспортные операции по оборудованию, по технологиям. Благо есть доступ к таможенной статистике соответствующей. Мы знаем по шестизначным кодам ТНВЭД, что в Кыргызстан заходит определенный объем импорта оборудования, технологий, есть незначительный там экспорт-реэкспорт, но нет разницы, импорт минус экспорт дает нам достаточно такие интересные цифры по зеленым технологиям. Смотрите, если мы возьмем динамику с 2018 по 2022 год, то эта цифра нетто-импорт, она составляла от 76 до 250 миллионов долларов США. Это очень много на самом деле. Потому что эта цифра не учитывает внутреннее производство, не учитывает строительно-монтажные работы, не учитывает налоги. То есть мы говорим о том, что зеленый рынок, потенциально интересный для инструмента климатического финансирования в Кыргызстане, составляет сотни миллионов долларов в год. О чем это говорит? Что для бизнеса, для коммерческого сектора на сегодняшний день этот рынок интересен. Да, часть этих ресурсов, она направляется в проекты международной технической помощи, в проекты, которые реализуются международными банками, но это не важно, потому что это, по сути, все равно спрос на монтаж, строительные услуги. То есть зеленый рынок в Кыргызстане, он есть, он развивается, он достаточно емкий. И наша задача состоит в том, чтобы потребность, объективную потребность указанного рынка, который вот здесь в частности предоставлена, создать финансовые продукты, которые позволят масштабировать вот эти цифры, увеличить их в разы. Вот для чего это все делается. Так. Какие же методологические подходы необходимо учитывать при планировании климатического финансирования в Кыргызстане? Важная диаграмма, на которую я хотел бы обратить внимание. У нас есть несколько измерений планирования климатических финансов в стране. Первое. Это отраслевой аспект. То есть тема климатических финансов – это абсолютно универсальная тема, которая должна охватывать сельское хозяйство, водный сектор, энергетику, транспорт, строительство, здравоохранение, управление рисками стихийных бедствий, биоразнообразие, домохозяйство. У нас нет отрасли, про которые мы говорим, что нету там климатических финансов. Они должны быть в каждой отрасли. Следующий аспект. Территориальный, областной, населенные пункты. Изначально есть ошибочное полагание, что климатическими финансами надо заниматься только в рамках каких-то национальных проектов, госпрограмм. На самом деле это приземленная история. Вам надо модернизировать водопровод, систему водоотведения в конкретном населенном пункте. В конкретном населенном пункте надо решать проблему системы теплоснабжения и так далее и тому подобное. Поэтому планирование климатических финансов должно вестись с учетом территориального аспекта. Это тот подход, который мы сейчас апробируем в рамках проекта по национальному планированию адаптации. То есть мы пытаемся адаптационные планы разрабатывать и затачивать под них определенный инструментарий с учетом именно регионального аспекта и региональных особенностей. Далее, есть временной признак. Это как деятельность стратегическая, когда мы должны разрабатывать планы климатического финансирования и использования указанных инструментов, их интегрирование в программы и стратегии на 10 или 15-летний период. То есть, когда мы разрабатываем некую долгосрочную стратегию развития отрасли X на период до 2035 года, это означает, что там по сельскому хозяйству, по лесному хозяйству у нас в приложении обязательно должны быть цифры, какие ресурсы мы привлечем по источникам климатического финансирования. То есть это абсолютно необходимая вещь, которую сейчас уже надо сделать, когда вы будете заходить на редакцию, на разработку новых, либо редактирование имеющихся стратегических документов. Второй аспект – среднесрочное планирование. Любой 4- или 5-летний план, который разрабатывается, точно так же должен интегрировать компоненты климатического финансирования. Например, международные доноры, международные финансовые организации, они имеют 4- или 5-летние планы, страновые программы. Соответственно, когда вы заходите на разработку какой-то программы и полагаетесь на привлечение ресурсов какого-то международного партнера,
Первым делом вы достаете его страновую программу и смотрите, а что там Азиатский банк развития вообще надумал делать в период до 2026 года в Кыргызстане. Есть у него ресурсы на водный сектор. И если есть ресурсы на водный сектор, берете с ними, условно говоря, обсуждаете проекты, которые вы будете делать по воде, если вы на них рассчитываете как на потенциального партнера. И, наконец, непрерывная операционная деятельность по митигации, адаптации, то есть это годовая работа, годовое бюджетирование, годовое планирование, точно так же должно эти аспекты все интегрировать. То есть вы должны национальный бюджет, региональные бюджеты формировать таким образом, чтобы вы могли легко отследить, какие ресурсы были направлены по каналам климатического финансирования, в какие проекты. Это требования международных партнеров, это требования международных доноров. Это международные определенные обязательства налагаются на страны по улучшению вот этой прозрачности климатического финансирования. Это вот будущие проекты, с которыми ПРООН Кыргызстана будет работать. Поэтому вот такой вот временной аспект должен учитываться. И, наконец, сегменты рынка, то, что мы говорим, так называемый B2B и B2C, то есть это сектор компаний и сектор частных домохозяйств. Климатическое финансирование для Кыргызстана особенно. Это не только история для предприятий, организаций, это история в первую очередь для домохозяйств. И сегодня мы с вами очень внимательно посмотрим, что может быть сделано с точки зрения климатических финансов на вот микроуровне домохозяйства для того, чтобы вы общегосударственные задачи решали большим количеством маленьких проектов, которые делаются на местном уровне населения. Вот дизайн национальной системы климатических финансов, он должен приниматься таким образом. Пример, как выглядит дорожная карта мероприятий там, по климатических проектам. То есть вы, любое министерство и ведомство, формируя некий стратегический план мероприятия, должны очень четко понимать, какой ресурс вы мобилизуете по внутренним каналам, госпрограммы, инструменты поддержки, государственные кредиты и так далее, какие ресурсы у вас зайдут по международным каналам. Первую такую разбивку, мы видели в редакции АНУФ, определяем на национальном уровне вклад, вот действующая редакция 2021 года, где коллеги это все посмотрели, посчитали. Сейчас корректируется соответствующий план реализации. Но это практика, которая должна войти в программы отраслей и ведомств. То есть любая программа, она должна достаточно четко отвечать на вопрос, что вот эти проекты мы сделаем за счет таких-то ресурсов, вот эти проекты мы сделаем за счет таких-то ресурсов. Причем этих инструментов в каждом ведомстве, мы это увидим сегодня, может быть 10. То есть нет универсального волшебного такого инструмента климатических финансов, который мы в каждой отрасли будем дублировать. Нет, под каждую отрасль будут работать свои инструменты, свои механизмы. И наша задача последовательно оценить каждый из указанных инструментов и посмотреть, какой из указанных инструментов будет в наибольшей степени отвечать целям и задачам данного проекта и мероприятия. Следующий блок, на который я бы хотел сосредоточиться, с помощью каких ресурсов вы можете сделать это быстро и эффективно. Забегая вперед, еще раз подчеркну, что все указанные инструменты, которые мы сейчас вам будем показывать, они будут распространены в виде отдельных файлов, баз данных в Excel, так что ваши сотрудники могут произвольно эту информацию перерабатывать, переструктурировать. Это поможет на самом деле кучу времени сэкономить. Один из основных инструментов – это сводная база рекомендаций, инструментов для улучшения качества планирования климатического финансирования, который продвигается МГИК. Что они сделали? Они разработали такой большой файл с ссылками, где содержатся абсолютно все ключевые методики, методологии по различным аспектам климатической политики. Основные методики, ссылки на программы расчетные, примеры успешных кейсов, реализованных в других странах, много чего еще. В том числе большой блок вот этой базы данных, он посвящен климатическим финансам. Когда вам надо найти ответ на конкретный вопрос, как это делаем мы берем, заходим в эту базу, поскольку она верифицирована МГИК, то есть ключевым нашим международным органом, мы ищем там соответствующие методики, по этим методикам мы смотрим, на что имеет смысл обратить внимание. Это ресурс, который вот размещен на сайте NDC Partnership, он очень понятен, прозрачен, доступен, и вы всегда можете указанным инструментом воспользоваться. Какие, например, возможности он нам предлагает? Мы можем выделить нужный инструментарий, исходя из квалификации эксперта, являясь ли вы квалифицированным отраслевиком, либо вы хотите просто ознакомиться с инструментом.
Какие вводные данные нам потребуются для того, чтобы работать с этим инструментом? Возможно, где-то какая-то база данных, возможно, где-то какая-то статистика потребуется, но так или иначе мы можем указанный инструментарий достаточно гибко использовать. Каков уровень инструмента? Региональный, национальный, страновой, локальный. Мы всегда можем выбрать нужную методологию, нужное руководство в зависимости от того, что нам надо. Каков целевой регион? Являются ли эти рекомендации и инструмент универсальными, разработанными для всех стран мира, либо они приземлены на уровне какого-то региона? Опять же, широчайший спектр тематик. Мы можем найти здесь абсолютно все. От сектора здравоохранения, заканчивая там сектором энергетики, дорожного строительства. От митигации, адаптации, управления биоразнообразием. В зависимости от того, что вам надо, в этой базе находите все ключевые методики. Вы можете выбрать тип инструмента. Вам нужна какая-то программа для расчета чего-то. Вы хотите протестировать методику, методологию. Вы заходите на этот ресурс и ищете по тематикам то, что вам надо. И, наконец, условия доступа к ресурсу. Большинство из них бесплатно. Некоторые ресурсы они требуют платы, но, как правило, мы можем бесплатно достать всю информацию, которая нам нужна. Вот для чего нужен указанный инструмент. Единая база данных, она, по сути, закрывает огромный спектр вопросов. Следующий аспект, который крайне важен для представителей органов госуправления, это где найти лучшие регулятивные практики климатических политик, мер, реализуемых различными странами. Особенно, когда это надо. Поступает задача, разработайте нам положение, проект закона, проект кодекса, проект нормативного акта, который что-то усовершенствовать с точки зрения климатической политики, например, климатических финансов. И люди не знают, где найти соответствующий нормативный документ. Собственно говоря, мы тоже до недавнего времени не знали, искали и очень много времени на это тратили. Что мы делаем сейчас? Есть единая база, которая консолидирует в себя все нормативные акты, разработанные во всех странах мира и охватывающие климатическую политику. Называется, вот внизу ссылочка, climate-laws.org. Когда нам надо найти пример хорошей регулятивной практики, мы просто заходим в эту базу и в этой базе ищем пример хоть США, хоть Аргентины, хоть Европейского Союза, хоть Казахстана, кого угодно по нужным нам аспектам регулирования. И в том числе находим через гиперссылку сразу оригинальный текст на оригинальном языке, ну, там, английский, испанский, уже как повезет. Как эта база устроена? У нас есть название документа, мы можем очень быстро отфильтровать документ по нужным ключевым словам. Краткая характеристика, чему посвящен указанный документ, закон. Мы можем найти уровень документа. Это кодекс, закон, подзаконный акт, постановление и так далее. Естественно, по географическому принципу мы можем это все отфильтровать. Гиперссылка сразу идет на оригинальный документ. Охватываемый сектор, например, климатические финансы, то, что нас интересует. Мы выбрали два фильтра, у нас вводится там 27 законов национальных по климатическим финансам. Берите, компилируйте, адаптируйте законы в соответствии с тем, что коллеги в других странах уже сделали. Можно по определенным тегам, например, энергоэффективность, охватом, там, сельское хозяйство, водный сектор, ирригация, все что угодно отфильтровать. Поэтому рекомендуем это регуляторам отраслевым использовать указанную базу, потому что она поможет вам существенно сократить время на анализ вот этих лучших зарубежных законодательных практик, когда вам это потребуется. Вот почему важно понимать глобальный контекст. Вот почему важно заниматься климатическими финансами. Вот эта диаграмма, которую вы видите сейчас, она демонстрирует распределение частоты упоминания определенных тематик в нормативных документах по изменению климата для всех стран мира. То есть вот эта вот квадратная штука – это консолидация всех нормативных документов всех стран мира. И красные блоки, вот залитые красным цветом, это те термины, которые имеют отношение к климатическим финансам. Ну, например, прямые инвестиции, субсидии, климатические фонды, налоговые стимулы. Вот эта красная зона – это то, что касается климатических финансов. И вы можете видеть, что такое климатическое финансирование с точки зрения глобального регулирования вот этой темы изменения климата. Это один из ключевых аспектов, который встречается сейчас. Применительно к Кыргызстану, о чем это нам говорит?
Это говорит, что каждое министерство и ведомство, которое работает в Кыргызстане, в той или иной степени обязано будет рано или поздно интегрировать соответствующее положение, соответствующие отраслевые, подзаконные иные акты. Это означает, что это та тематика, которую мы вряд ли сможем обойти, хотелось бы нам это и не хотелось. Это совершенно универсальная тема, такая же, как обычное бюджетирование, программирование государственных программ, стратегий и так далее. Вот почему, уважаемые коллеги, рекомендуем обратить внимание на тот международный инструментарий, который у нас есть, и эффективно с ним работать. Следующий инструмент, который мы рекомендуем очень активно применять при работе с климатическими проектами в каждом секторе, будь то городское хозяйство, транспорт, энергетика и так далее, это база данных соглашения мэров по климату и энергии. Что это такое? Как мы уже сказали ранее, есть несколько измерений планирования климатических финансов, в том числе на отраслевом и на региональном уровне. Для того, чтобы стимулировать разработку инструментов климатического финансирования и их внедрения на уровне муниципалитета, было разработано глобальное соглашение мэров по климату и энергии. То есть свыше 7 тысяч городов мира являются подписантами, в том числе 16 городов Кыргызстана. Участники соглашения мэров должны разработать свои планы по устойчивому энергетическому развитию климата на период где-то до 2030 года, куда включается и митигация, то есть проекты по декарбонизации, и адаптационная компонента. Почему это важно? Это климатический бизнес-план конкретного региона. Этот план содержит, что город, конкретный город, планирует сделать с точки зрения энергосбережения, эффективного водоснабжения, водоотведения, развития зеленых территорий, развития там возобновляемых источников энергии, модернизации энергетической инфраструктуры. По методологии соглашения мэров каждый населенный пункт, который является подписантом, должен разработать такой план, а через несколько лет должен показать отчетность и прогресс по нему. И там отдельно есть графа бюджетирования, где города показывают, сколько ресурсов они хотят потратить на реализацию тех мероприятий, климатических, энергоэффективных, адаптационных, как угодно, которые там есть. Вот для чего это надо. И на сегодняшний день, по состоянию на январь 2024 года, 16 городов Кыргызстана являются подписантами соглашения мэров. Из них вот этот базовый кадастр, план действий по устойчивому энергетическому развитию климата, по-моему, разработало 0 городов. Вот. Потому что, ну, наверное, не совсем, ну, это легкий процесс, но я могу ошибаться, может, там кто-то все-таки разрабатывает, это надо уточнить у коллег. Но, по-моему, на базе соглашения мэров я не видел, что кто-то это все разработал. Но как мы можем этот инструментарий сейчас использовать? Объединенный исследовательский центр Европейского Союза разрабатывает и ведет детальнейшие базы данных по климатическим политикам и мерам и затратам на их реализацию, которые были реализованы всеми участниками соглашения мэров по всем городам мира. И выглядит это все счастье примерно вот таким вот образом. Большие базы данных в Excel. Зачем они нам нужны? Представьте, что у вас есть доступ к информации по нескольким тысячам городов, и вы четко знаете, сколько стоил конкретный проект, к какому сокращению выбросов, к какому эффекту по экономии энергии он привел, где этот проект успешно внедрен. То есть вы эту информацию можете использовать, ну, в некотором переработанном виде для планирования своих проектов в своих городах. В Баткене, Оште, Лабаде, Бишкеке, где угодно. Причем вне зависимости от того, это малый город, средний город или крупный город, у вас есть совершенно универсальный инструментарий, с помощью которого вы сможете делать существенно, значительно повысить качество инфраструктурного планирования, повысить качество бизнес-планирования, повысить качество планирования привлечения ресурсов на реализацию тех или иных проектов, потому что у вас есть база по нескольким тысячам аналогичных проектов, которые хотите сделать вы, но в других городах мира. И тем самым вы уже заранее можете знать, что вот такие-то проекты в среднем привели к такой-то экономии энергии, такому-то сокращению выбросов, к такому-то улучшению значит, ситуации в водном секторе, в секторе обращения с отходами. И наличие такого рода планов по устойчивому энергетическому развитию и климату для ваших городов открывает дорогу по работе с донорами, с международными финансовыми институтами. Тот же Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, другие финансовые институты, они очень любят, когда города имеют такого рода планы. Для них это является подтверждением того,
что населенный пункт является приверженцем зеленого развития. И они готовы с ними формировать соответствующие программы взаимодействия, работать по тематике энергоэффективности, зеленого транспорта, тех приоритетных городских целей, нужд, которые есть у муниципалитета. То есть, если вы являетесь участниками соглашения мэров, в глазах международных доноров и партнеров это подтверждение того, что с вами стоит иметь дело по климатическим финансам, по зеленой теме. Если у вас этого соглашения нет, ну, значит, процесс удлиняется и усложняется. Вот почему мы должны в том числе ориентироваться на использование у каждого инструментария. Следующий блок инструментов, который чрезвычайно поможет вам, особенно в секторах, уязвимых для адаптации, это сектор сельского хозяйства, водный сектор, работать с климатическим финансированием. Это базы данных зеленых технологий. Как они устроены? Дело в том, что ключевая проблема, когда вы занимаетесь климатическими финансами, это наличие должного технико-экономического обоснования, необходимости внедрения тех или иных решений. Вы не знаете заранее, где какое технологическое решение привело к каким эффектам, сколько оно стоит, кем оно поставляется, кем оно внедрено. И на сегодняшний день мы рекомендуем использовать 4 ключевые базы данных по зеленым решениям, о которых я сейчас расскажу более подробно. Это открывает вам возможности в разы ускорить и повысить качество подготовки зеленых климатических проектов, повысить качество планирования зеленых ресурсов и более четко учитывать вклад такого рода проектов в достижение национальных целей. Как это выглядит? Первая база данных, я думаю, специалисты, отраслевики в сельском хозяйстве это знают, база данных ВУКА, так называемая, база данных по устойчивому земледелию. В чем ее преимущество? Она содержит несколько тысяч решений по устойчивому земледелию, землепользованию в различных климатических условиях, в том числе порядка 250 технологий, которые релевантны и опробированы в Центральной Азии. По каждой технологии определены партнерские организации, кто разработал технологию, где она внедрена, каким эффектом это все привело и так далее. Чем хороша данная база? Да? Что мы можем ее использовать для планирования различных агротехнологических решений в условиях, например, низких осадков, средних осадков, в условиях ветровой эрозии почв, биологической деградации почв, химической деградации, различных негативных факторов. Мы можем использовать широчайший спектр мер, начиная от агролесомелиорации, улучшения плодородия, сферы ирригации и так далее. И для каждой меры мы имеем детальную технико-экономическую оценку затрат и выгод. Причем апробированную уже на примере конкретных проектов. И это означает, когда мы работаем, например, с водным сектором, сельским хозяйством, у нас есть уже набор готовых решений, который позволяет нам четко понимать, что здесь, вот в Кыргызстане, в расчете на 1 гектар территории мы будем иметь такие-то затраты для внедрения такого-то решения. Это позволит нам достичь такого-то секвестрационного потенциала, либо дополнительно повысить урожайность, снизить потребление воды, снизить риски неурожая и так далее и тому подобное. Вот для чего нужны такого рода инструменты. Следующая база данных, которая нам очень четко помогает работать на рынке зеленых решений и готовить качественно климатические проекты по финансированию, это база данных Европейского банка реконструкции и развития Green Technology Selector. Что они сделали? По каждой стране мира они оценили набор технических зеленых решений и доступных поставщиков на рынке. То есть есть десятки технологий, связанных с водным сектором, с энергоэффективностью, с возобновляемыми источниками энергии, где у нас разработана, по сути, база данных детальных поставщиков и оценена стоимость технологий. То есть мы, опять же, можем существенно упростить и бюджетирование, и привлечение финансирования, и верификацию необходимости в тех или иных ресурсах. То есть мы будем знать, что мы не переплачиваем за определенные технологии, когда у нас есть набор всех поставщиков данной технологии. Вот мы, например, делали на основании этих баз данных
в других странах базу всех поставщиков решений по ирригации. Было крайне важно посмотреть, кто там работает на рынке, какие установки доступны, сколько они стоят. Вот мы там в течение нескольких минут подобную задачу решали. Поэтому мы ее очень рекомендуем использовать, особенно в климатически уязвимых секторах, там, где у нас большой потенциал неопределенности, сколько же данное решение может стоить. Следующая CTCN база данных, она охватывает энергетику, водные ресурсы, сельское хозяйство, от сектора отходов, транспорт, перерабатывающие процессы, материалы и строительство. По аналогичному принципу у нас есть широчайший набор технологических решений. По каждой технологии мы имеем описание технологий, локализацию, мы имеем решаемую проблему, алгоритм внедрения технологий, затраты на внедрение, экономические экосистемные выгоды, ограничивающие факторы, что помешало, например, на примере конкретного проекта внедрению, стоимость внедрения, источники. То есть, опять же, представьте, что у вас, работая с зелеными решениями, структурируя проект международной технической помощи, либо заемный проект, вы всегда сможете быстро перепроверить, верифицировать ваши все допущения и повысить качество бюджетирования. Вы не будете переплачивать, вы будете очень четко знать, сколько применительно к условиям Кыргызстана данное решение может стоить. И, наконец, еще одна база данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, там VIPO Green так называемая, она содержит огромное количество зеленых решений по точно такому же принципу, спроектированными, то есть описание технологии, разработчик технологии, где технология коммерциализирована, сколько она стоит, какой эффект от нее внедрения. Повторяюсь, особую ценность эти инструменты имеют для проектов климатически уязвимых секторах. Это сельское хозяйство, это водный сектор, это сектор чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий. То есть там, где у нас всегда есть неопределенность, а сколько такое решение может стоить, а сколько оно стоило в других странах. И с использованием этих инструментов, путем их комбинации, вы можете всегда очень четко сбюджетировать, просчитать эффект. И тем самым вы ускорите в разы скорость подготовки проекта, точность оценки проекта и мобилизацию климатических ресурсов. Причем этот инструментарий, он будет востребован в особенности банками. Банки любят верификацию. Банки любят: предоставьте мне финансовую модель, предоставьте мне бизнес-план проекта, подтвердите ваши, то, что называется, капексы, затраты, капитальные инвестиции. И если мы обучим наш частный сектор работе с указанным инструментарием, у банков будет рисков, связанных с климатическим финансированием, гораздо меньше. Они смогут более охотно заходить в указанный механизм и тем самым более охотно работать с всем спектром инструментов. И, наконец, последний аспект, на который я хочу сконцентрировать внимание, это база данных использования лучших практик планирования адаптации в Европейском Союзе. Европейский Союз является самым продвинутым регионом, образованием с точки зрения адаптации на сегодняшний день объективно. И у них есть замечательный ресурс, который называется Climate Adapt. Это портал, разработанный Европейской комиссией, который консолидирует абсолютно весь инструментарий планирования адаптации. Здесь вы можете найти абсолютно все, от моделей, инструментов для оценки, для расчетов, технологий, индикаторов, всего того, что вам надо, чтобы эффективно работать. Поэтому мы его рекомендуем использовать и сами используем, когда нам надо найти там широчайший спектр данных касательно адаптации зеленых проектов. Вот почему указанные методологии, указанные инструменты, про них министерство, ведомство и частный сектор должны знать. Вы должны понимать, как они работают, вы должны понимать, как вы их можете использовать, вы должны понимать, как их применение может облегчить жизнь, повысить качество процессового бюджетирования, и тем самым вы в разы сможете повысить свою эффективность работы в этом направлении. Ну, по второй презентации, коллеги, все. Спасибо.